Выборы депутатов местных кенешей пройдут 11 апреля. Указ об этом подписал президент Садыр Джапаров. Так, перед государственными и муниципальными органами, ответственными за проведение выборов, стоит огромная задача – четко и правильно организовать весь процесс выборов. Предстоящий плебисцит проведут в один день в представительные органы 448 населенных пунктов, включая 28 городов и 420 сел. Сегодня в программе «Еще не вечер» мы поговорим о подготовках и организации к выборам в местные кенеши и узнаем о том, какие изменения будут на этих выборах. И для обсуждения этой темы у нас в гостях член Центральной избирательной комиссии Кайрат Османалиев. Здравствуйте. Здравствуйте, Кайрат Мидербекович. Добро пожаловать в нашу студию. И мой первый вопрос. Каковы подготовки к предстоящему плебисциту, проведению выборов депутатов местных кенешей? Ну, во-первых, указ вышел вчера, и, соответственно, наши обоснованные предложения о том, что нужно проводить выборы 11 апреля этого года, в воскресенье, очередные выборы по большинству наших местных кенешей, по 418, плюс оставшиеся с прошлого года приостановлены выборы в 30 местных кенешей. Из них 25 айльных кенешей было и 5 городских. В связи с эпидемиологической обстановкой мы эти предложения давно подготовили, направили в аппарат президента, и вышел соответствующий указ, поскольку в соответствии с законом о выборах депутатов местной кенеши выборы объявляются соответственно указом президента за 60 дней до того, как они должны пройти. Вот в этой связи, конечно, мы провели предварительную подготовку. У нас сегодня состоится заседание, где мы утвердим соответствующий план календарных организационных мероприятий по проведению вот этих вот выборов. И, соответственно, утвердим смету расходов. Я хотел бы особо подчеркнуть, что... То есть смета расходов еще не утверждена? Нет, она у нас, мы не могли бы утвердить ее, пока не выйдет указ. Вот, у нас она примерно подготовлена. Смету подготовили? Естественно, у нас есть специалисты, которые подсчитывают. И в какую сумму примерно обходится? Пока я вам не могу сказать. Сегодня заседание 17:00 будет, где вот одним из вопросов будет как раз утверждение расходов. Но это будет в пределах... Эти расходы, куда они будут направлены и в пределах какой суммы они будут? Вообще это не самый главный вопрос, что касается расходов, потому что выборы – это дело государственное. Если есть необходимость тратить бюджетные деньги на выборы, то их нужно проводить. Естественно, что Центральная избирательная комиссия принимает все меры для того, чтобы экономить, да, скажем так, на чем возможно. Но есть те вещи, которые заложены, скажем так, в законодательстве, в том же вот, законе о выборах депутатов местных кенешей, где расписаны все этапы проведения. Вот, ну, в частности, это те же самые бюллетени, да, изготовления. Это оплата различных информационных материалов, стендов, которые будут оформляться, да, на каждом участке это, соответственно. У нас вообще в процесс вовлечены 53 территориальных избирательных комиссий. Здесь надо понять, что выборы депутатов местной кенеши – это такое вот очень серьезное мероприятие, но оно в основном проводится, осуществляется силами наших территориальных избирательных комиссий. И Центральная избирательная комиссия осуществляет непосредственно руководство, контроль. Вот, и после того, как территориальные избирательные комиссии на основании протоколов участковых избирательных комиссий определят результаты выборов, мы эти результаты выборов утверждаем, а потом, соответственно, публикуем вот, в этом смысле. И вот нужно, соответственно, вот, оплатить то время, которое, и ту деятельность, которую осуществляет наша целая армия, скажем так, участковых избирательных комиссий, территориальных избирательных комиссий. Кроме того, там предусмотрены расходы, естественно, поскольку никто не отменял режим пандемии, соответственно, меры санитарной эпидемиологической безопасности, да, по обеспечению этой безопасности. Это различного рода там, закупка вот этих вот санитайзеров, халатов, маск, ну и так далее, и так далее. То есть там достаточно много тех вещей, без которых просто невозможно само проведение выборов.
Ну, естественно, что... А вообще какие изменения или отличия вот на этих выборах будут, в отличие вот от предыдущих выборов? Вы знаете, особых изменений я бы не назвал. Ну, чтобы нашим телезрителям было понятно, значит, еще раз хотел подчеркнуть, что выборы в городские кенеши пройдут по пропорциональной системе, то есть по партийным спискам. Там борются то есть как партии. и раньше, да, это было? Борются партии. Воильные кенеши, которые основная масса, да, это 420 воильных кенеши, там, в общем-то, по сути дела, это мажоритарная система, там борются, в общем-то, самовыдвиженцы. И, ну, конечно, могут участвовать партии, но это не столь важно, там другой принцип. Здесь надо отметить, что если изменения вот последние, которые касались выборов парламента, в парламент депутатов, там порог снизили до 3%, то местные кенеши, городские кенеши, этот порог 7% так и остался. Вот. Ну, в общем-то, из новшеств, может быть, то, что избирательный залог вносится в размере 1000 сомов, значит, для самовыдвиженцев, это по воильным кенешам. Если, да, раньше такой нормы не было. Вот, если, значит, кандидат набирает 5% голосов, то залог ему возвращается. А что касается, значит, партий, которые участвуют в выборах городской кенеш, то по городу Бишкек-Ош 50 тысяч залог сомов, а по другим городам 20 тысяч. И опять-таки, если 5% и больше голосов набирает эта партия, то залог возвращается. В общем-то, мы думаю, что уже начали вводить такую практику создания избирательных фондов не только вот для партий, но и, в общем-то, есть примеры, когда отдельный кандидат, воильные кенеши, создают эти избирательные фонды, оттуда, соответственно, оплачивают там свои расходы на агитацию, вот эти вот баннеры, агитационные материалы, там, те, которые раздаются. А, кстати, по поводу агитации, когда начнется день агитации? Ну, здесь есть, в соответствии с законом, определенная процедура проведения выборов. Сначала идет выдвижение кандидата, да, с момента объявления выборов. Ну, мы сейчас, во-первых, утверждаем сегодня календарный план организационных мероприятий. На каждом ТИКе, на уровне каждого ТИКа создаются рабочие группы по приему, соответственно, документов от кандидатов, которые хотят участвовать, вот, незамедлительно. Эта рабочая группа начинает принимать эти документы. То есть выдвижение, по сути дела, начинается с момента объявления выборов. Есть только определенные временные, скажем так, сроки, поскольку нам нужно еще зарегистрировать кандидатов. Да? Если мы говорим сейчас о дате 11 апреля, воскресенье, то выдвижение заканчивается за 40 дней по, значит, политическим партиям. За 40 дней, потому что в течение 10 дней надо зарегистрировать, соответственно. А что касается воильных кенешей, там, если память не изменяет, то за 20 дней. Там более такой либеральный порядок. Понятно. А как можно будет проголосовать? Какие документы нужно будет при себе иметь? Все те же самые процедуры, здесь ничего сложного и нового. Граждане Кыргызской республики, соответственно, которые имеют право голосовать, а здесь в данном случае голосуют только члены местного сообщества, то есть те, которые прописаны. Мы, кстати говоря, я хотел добавить, буквально сегодня уже будем начинать работать со списками избирателей, потому что этот список постоянно актуализируется. И мы выгрузим, значит, соответствующие последние данные по спискам избирателей из ЕГРН, это Единый государственный реестр населения. Вот, и мы начинаем работать, значит, вот с этим списком. Это будет предварительный список избирателей. Соответственно, голосуют только те, значит, граждане, которые прописаны в том или ином, значит, населенном пункте. То есть это граждане голосуют как члены местного сообщества. Формы 2 нет. Понимаете, да? Здесь ее, соответственно, и не может быть. Вот. Окончательный список будет также формироваться.
тоже будет направляться, он тоже будет вывешиваться, и предварительный список будет вывешиваться. И потом, после голосования на участках, будет вывешиваться и список тех, кто проголосовал. То есть все достаточно транспарентно, можно всегда проверить. Кроме того, всегда можно зайти на наш официальный сайт Центральной избирательной комиссии, где вот есть определенный раздел «Выборы». Соответственно, выборы 2021 местные кенеши, и там есть полная и практически исчерпывающая информация. Но для того, чтобы все-таки эффективно взаимодействовать, я еще раз хочу напомнить, там сейчас партии начали, как я понимаю, так сказать, подготовительную работу. Значит, надо взаимодействовать непосредственно с территориальными избирательными комиссиями. Да? А какие процедуры, в свою очередь, должны пройти кандидаты в депутаты местные кенеши? Вы имеете в виду, какие процедуры или какие документы? Да, вообще, в целом, какие процедуры они должны пройти? Ну, я напомню, что кто может быть, да, депутатом местного кенеша. Я, кстати, сам был депутатом местного кенеша. Я вообще считаю, что всем политикам, которые, ну, скажем так, или молодым политикам, которые хотят заниматься политикой, надо заниматься с самых низов этой самой политикой и хотя бы один срок отработать депутатом местного кенеша для того, чтобы понимать вообще ситуацию на местах снизу и потом уже, так сказать, а то у нас у многих сразу амбиции, сразу президенты хотят, да? Вот, я думаю, что эти выборы, да, ну, это хорошо, когда амбиции, но надо немножко проходить определенные ступени, да? Я думаю, что даже перед тем, как стать депутатом Джогору кенеша, желательно пройти школу депутатов местных кенешей. Вот это очень, думаю... Важно, да? Да, важно. Ну, не обязательное требование, конечно. Но все-таки, значит, с учетом вот последних событий, скажем так, политических, думаю, что на местах население очень сильно активное в политическом смысле, да, политизированное. Я ожидаю, что эти выборы местные кенеши будут очень жаркими. Я просто хотел напомнить, кроме того, что 420 аильных кенеши, еще городские кенеши, да? А городских кенеши там сражаются за мандаты политической партии. А еще здесь будут выборы и в Бишкеке, и в Аше. То есть это такие самые, наверное, ну, ожесточенные будут баталии и борьба. Вот поэтому нас ожидает, несмотря на такое название местный кенеши, ожидает очень интересный вот этот выборный период. Вот, я бы хотел, пользуясь случаем, призвать всех, чтобы все соблюдали максимально вот, законность и, соответственно, так сказать, показали высокий уровень политической культуры. Вот, депутатом местного кенеша может быть любой гражданин Кыргызской республики, дееспособный, то есть неограниченный в своих правах, который достиг 21 года, в общем-то, и, значит, не имеет, соответственно, судимости. Вот это основные, скажем так, критерии. Критерии, требования, да? Да, вот эти документы подаются. Значит, то, что касается, допустим, судимости, то наши территориальные избирательные комиссии сами будут это проверять, рабочие группы, через систему межведомственного взаимодействия Тундук. Вот, они подают там, копию паспорта, заявление, если это самовыдвиженцы. Если это от партии, то, соответственно, там, видимо, партии проводят какой-то свой праймерис, предварительный, да, ну так, по крайней мере, должно быть. Вот, и после того, как они принимают соответственное решение, они представляют список своих кандидатов для участия. Все эти, естественно, не должно быть наличия гражданства другой страны, поэтому эти вещи тоже у нас мы, значит, предусматриваем, потому что по заявлению там как это указывается, да, что утверждают, что являясь гражданином Кыргызской республики, не имея гражданства другой страны. Вот, в принципе, казалось бы, процедуры не особо сложные, легкие. Но, конечно, это здесь по аналогии, как с парламентскими, если мы берем выборы, значит, в городские кенеши, да, также будет предоставляться им эфирное время для того, чтобы вот
ну, на местном уровне имеется в виду, да, для того, чтобы они смогли представить свои программы, своих кандидатов. Вот, соответственно, агитация также, ну, агитация – это самый интересный, наверное, момент и, наверное, наиболее существенный в выборах для кандидатов и для населения, для электората. Агитация, соответственно, начинается после регистрации. После регистрации вот, в течение 30 дней и до Дня тишины, соответственно, можно будет проводить агитационную работу. Вопрос проведения референдума с выборами в местные кенеши в один день остается пока открытым. Какие изменения будут в том случае, если они будут назначены на один день? Ну, назначение референдума – это прерогатива исключительно парламента. Вот, и, значит, поскольку Центральная избирательная комиссия является органом, организатором выборов и референдумов, и является исполнительным органом, то мы примем к исполнению. У нас уже накоплен опыт совмещения, значит, и референдумов, и выборов местных, конечно. Я напомню, это 2016 год, когда в декабре проводили выборы в местный, конечно, и референдум конституционный. Вот недавно провели консультативный референдум и выборы, досрочные выборы президента. Вот, и такая вероятность есть. В принципе, Центральная избирательная комиссия уже, значит, накопила достаточный опыт. Мы, в принципе, сможем реализовать, значит, и в случае, если таковая реальность будет. Да? Ну, насколько я понимаю, еще, значит, еще нету обсуждения текста новой Конституции в самом парламенте. Вот. Ну, пока достаточно времени есть, конечно, времени всегда недостаточно, но если вдруг будет такая возможность, то, в принципе, мы готовы. С этим, конечно, связана достаточно большая экономия средств. Вот, поскольку каждая избирательная кампания в республиканском масштабе, она требует достаточно значительных средств, это не менее полумиллиарда сомов, вот, плюс-минус, скажем так. Вот, если совмещается, то в этом случае, значит, достаточно большая экономия, там, плюс-минус 150-160 миллионов дополнительно со второй кампанией. Это не сравнить, там, чтобы еще полмиллиарда пришлось бы тратить на отдельную кампанию. А сколько будут открыты избирательных участков? Сейчас я вам не могу точно сказать до единой, поскольку как раз-таки у нас сейчас время есть, еще, по-моему, дней 5 есть у нас для того, чтобы мы определились со самыми последней редакцией, значит, избирательными округами и избирательными участками. Эта информация, это по требованию закона, эта информация будет уже утверждена, то есть это количество будет утверждено на заседании Центральной избирательной комиссии и, соответственно, будет опубликовано. У нас есть сейчас люст времени, вот эти 5 дней. Борюса, естественно, мы это определим. Но я вам могу сказать навскидку, что это по республике больше 2500. Когда будет уже до одного человека. Сначала мы выгружаем вот эту базу наших избирателей, предварительные списки избирателей, вот, потом, соответственно, синхронизируем это вот с последними, значит, с последней информацией по избирательным участкам и, соответственно, даем эту информацию. Это будет на днях предоставлено. Понятно. А какие вопросы будут рассматриваться на сегодняшнем заседании? Два вопроса основных. Это утверждение плана календарных организационных мероприятий по проведению выборов местных, конечно, 11 апреля этого года. И второй вопрос, значит, обсуждение утверждения сметы расходов. Сметы расходов на проведение этих выборов местных, конечно. Ну что ж, спасибо вам, Кайрат Медербекович, что нашли время, ответили на наши вопросы. Это была программа «Еще не вечер». Мы обсудили о подготовках и организации Центральной избирательной комиссии к выборам в местные кенеши, которые пройдут 11 апреля. Я с вами не прощаюсь. Увидимся на следующих выпусках программы уже через несколько часов.